Ну что ж, начнем с Лоис Лейн, точнее актрисы Эми Адамс. Ну она тут реально что-то совсем на себя не похожа, не знаю, не узнал. Довольно красивая женщина, именно естественная ее красота, да. И с 14 мая с ней на Netflix вышла новая картина с ее участием под названием «Женщина в окне». Режиссер фильма выступает Джо Райт, у которого до этого было очень много хороших, крепких, бодрых работ, которые по достоинству оценили как зрители, так и кинокритики, и киноакадемики. Особенно удачно выстрелила его предпоследняя работа перед «Женщиной в окне». Это «Темные времена», которая номинировалась аж на 6 Оскаров, из которых один заветный наконец-то отошел Гарри Олдману. Причем за сильную номинацию, то есть исполнение главной мужской роли, он сыграл Уинстона Черчилля. Он также появляется и в крайнем фильме режиссера, да, можно так сказать, «Женщина в окне». Также в фильме приняли участие Энтони Маки с Уайтом Расселом. Знакомые ребята, да? Так, погодите, Маки и Рассел в одном фильме, это опять что ли происходит противостояние Сокола и нового Капитана Америки? Приключения продолжаются. Новый Капитан Америка продолжает пытаться подмазаться к любителям старого Капитана Америки и в новом фильме вызвать теплые, нежные и трепетные чувства к себе. Поэтому в фильме «Женщина в окне» главной героине он помогает вынести мусор. Мусор вынести? Давай, раз уж ты здесь. Я не хочу вас пугать. Предлагает сменить лампочку и сделать мелкий ремонт. У вас темно. Лампочку вам сменить? И даже помогает починить крышу. Черт. Мудак, блядь. Ты мне только начинал нравиться, новый Капитан Америка. Сейчас снова начинаю тебя ненавидеть. Вообще весь сюжет фильма, естественно, крутится вокруг Эми Адамс, которая страдает агорафобией. Это страх и беспокойство по поводу нахождения в местах, где нет возможности их легко покинуть или в случае возникновения сильной тревоги помощь может быть недоступна. И поэтому из-за своей фобии, да, она не покидает квартиру и все время находится в ней. Короче, сидит она на вечном карантине, так скажем, сюжет крутится вокруг нее, а остальные вышеперечисленные актеры, они изредка появляются в кадре. И вот героиня, вечно сидящая дома, ей скучно, и, понятное дело, она наблюдает за улицей из окна своей квартиры. И в какой-то момент замечает, что в доме напротив у жильцов, которые недавно переехали, и она пристально за ними следила, происходит убийство. Но ей никто не верит. Честно говоря, я удивлен, что на Кинопоиске и на IMDb стоит низкая оценка у фильма. Назвать его предсказуемым, нельзя, я не могу. Я смотрел фильм на одном дыхании и вообще не было такого, что при просмотре спустя 20 минут так, тут все понятно, кто виновен, кто выдумал, кто там врет, кого вообще не существует. Заходит как-то в бар Ницше, Маркс и Гегель, а бармен перестает мыслить и существовать. Этим барменом был Рене Декарт. Что-то вспомнилась эта шутка про существование. Действительно, при просмотре я лично не мог ничего угадать. То есть не было каких-то моментов, чтобы выглядели они как-то криво или бросались в глаза по ходу повествования. Да, ты начинаешь думать, а вдруг она выдумала соседей, а вдруг это глюки, или убийство было, и ее все обманывают, или это просто какие-то там воспоминания из прошлого, или там видоизмененные. Единственное, конечно же, что там было под конец, был очень клишированный момент, который я не буду пересказывать, чтобы не спойлерить сюжет фильма, но фильм «Женщина в окне» можно посмотреть. И я не поверю, что кто-то сразу все угадал, узнал, понял лишь при просмотре 20 минут фильма. Потому что там твист, неожиданный поворот происходит, где-то после того, как проходит час фильма. И то, это не совсем поворот, а как бы, то, что нам пытались на протяжении всего повествования заставить нас так подумать. И в итоге можно сказать, что типа этим моментом ставится точка, и потом еще идет 40 минут фильма, да, и сюжет двигается дальше. Я угадать не смог, фильм смотрел на одном дыхании, было интересно. Все, в принципе, шло гладко. Создателям меня обмануть получилось. И в данном случае я рад, когда так происходит, да, когда ты, не все предсказуемо. И, как я уже говорил, что в конце был клишированный, избитый момент, от которого становится, немного подташнивать, тошно. Но в целом фильм «Женщина в окне» можно посмотреть. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить, ставьте большой палец вверх, пишите свое мнение по поводу этого ролика или фильма. Спасибо за просмотр, пока! Я видел ваше видео.
Это видео уже все посмотрели.